Добрий вечір. Як завжди в четвер ввечері на телеканалі АТР ток-шоу «Перехрестя». 18 травня цього року, як завжди, в Криму і в Україні відбулися траурні заходи, присвячені 68-й річниці депортації кримськотатарського народу 1944 року. Як і завжди, 18 травня і в інші дні були численні делегації, які приїжджали в Крим, зустрічалися з кримськими татарами і керівництвом Меджлісу кримськотатарського народу. Однак в цього року було і дещо нове. Наприклад, в Криму вперше з'явилося в єдиному такому зібранні колишні політв'язні радянського режиму та правозахисники відомі, які висловили свою підтримку кримським татарам в їх боротьбі за відновлення власних прав. Ще однією новинкою, я б сказав так, було те, що після офіційного всекримського траурного мітингу, який відбувається на Майдані Леніна, відбулося надзвичайне зібрання кримських татар, яке було організовано Кримсько-татарським народним фронтом. Про це ми якраз і будемо говорити сьогодні. А зараз я пропоную вам переглянути сюжет і згадати про ці події. Як і кожен рік, 18 травня 2012 року на центральній площі Сімферополя відбувся всекримський траурний мітинг, приурочений 68-й річниці депортації кримських татар. Наприкінці мітингу була прийнята резолюція, в якій було засуджено відсутність в українському государстві цілеспрямованої, відкритої, чесної політики по відношенню до кримсько-татарського народу. Учасники всекримського траурного мітингу закликали президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів вжити всіх заходів для того, щоб спільними зусиллями і за участю міжнародного співтовариства забезпечити проведення в 2012 році міжнародного форуму з питання відновлення прав кримськотатарського народу на своїй батьківщині, забезпечення його безпеки і гарантій розвитку в Україні. Того ж дня, після закриття всекримського траурного мітингу, Кримсько-татарський народний фронт провів на площі Леніна надзвичайне зібрання кримських татар. Виступаючи також висловили незадоволення політикою української держави по відношенню до кримських татар, в першу чергу небажання прийняти відповідні законодавчі акти щодо відновлення прав та реабілітації кримсько-татарського народу. Крім того, на зібранні прозвучали заклики проти діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. 19 травня в Сімферополі відбулася робоча нарада колишніх в'язнів комуністичного режиму та правозахисників, які зібралися в Криму вшанувати пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Учасники зустрічі обговорили і підтримали ініціативи Меджлісу кримсько-татарського народу про заснування Кримського форуму, наради політичних в'язнів комуністичного режиму і правозахисників, яка щорічно буде скликатися в Криму. В своїй заяві правозахисники відмітили, що вкрай важливо терміново залучити міжнародне співтовариство в процеси, пов'язані з відновленням прав народів, вигнаних радянським режимом зі своїх історичних земель. Отакі події відбулися найближчими днями, а ми сьогодні вирішили обговорити деякі з них і запросили для цього в студію наших гостей. Це ветеран національного руху кримських татар Айдер Зейтулаєв, заступник постійного представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Бахчисарайського регіонального меджлісу Ахтем Чийгоз та голова виконавчого комітету Міллі Фірка Рішат Аблаєв. Добрий вечір, панове. Я дуже радий, що ви відповіли позитивно на моє запрошення і прибули сьогодні в студію. Що до вас, шановні глядачі, як і завжди, ви можете зателефонувати в нашу студію по телефону 55 13 05 і прокоментувати нашу бесіду чи задати питання комусь з гостей. І перше питання, Ахтем Бей, буде до вас в мене. Судячи з того, що говорилося на траурному мітинзі, судячи з того, яка головна резолюція була прийнята в підсумку цього мітингу, зрозуміло, що Меджліс кримсько-татарського народу сьогодні робить ставку на залучення міжнародної спільноти до вирішення кримсько-татарської проблеми, а саме проведення міжнародного форуму. Elbette. Ama erşi bizden özümüzden bağlı, ama bizge yardımcı olarak bu dünya teşkilatların Kırım'a getirip ve bu forumu geçirmeye mutlaka gerek. Biz öyle sayamız. Neçinlerden hakimiyet bu şeyinden kol tutmadı, yazık ki. Ve bu bizim matem gününe disidentler kelgeni pek yaxşı oldu. Ve meclisin elanından geldiler. Mustafa Kağan hürmet ile geldiler. Ve ular da
bu teklifke kol tuttular. Men bilesem bizim millet için pek gerekli ve pek yaxşı olur bu forum geçse. Дякую. Айдар Бей, скажите, пожалуйста, собрались очень известные люди, которые в свое время боролись с советским режимом за права человека вообще в советском государстве, и многие из них и за права крымских татар. Скажите, пожалуйста, сегодня вот их встреча в ходе траурных мероприятий, что это дает нам, вот, нам сегодня? Это была просто дань истории, или это, может быть, все-таки поможет сегодня решать проблемы, добиваться решения проблем крымских татар? Yazıklar olsun, kalsa Krasin'de alsak, buna bu disidentlerin arasında en güçlü soyları mencesine Krasin'den yakirdi. Elbette Buykovski'yi çete kaldırma olmay. O dünyada olmayan vakıya, onu büyük siyasi adamla, bu Çili adamla değiştirdiler. En balabana da med o. Buykovski'yi ona layık tanıdılar. Buykovski aslı pek güçlü herif idi. Айдар Бей, я не хочу говорить конкретно по каждому, в целом вот приезд правозащитников, бывших политзаключенных, какое значение имеет сегодня для нас, для нашей борьбы сегодня? Ben işte çeksinmeyeyim. Buna bizim meselede mutlaka da Çet hükümetine bizim yapkan işlerimiz gitken sebebi buna bu pravozащитникler. Bizim çaremiz yok idi o Çet hükümet jurnalistlerinden görüşmeye. Bizim hakkımız yok idi. Buna 87 senesi ne yaptılar Sevutvay jurnalistten görüşken için onu başını vurup parladılar. Diyeceğim o kadar cinayi bir hükümet idi. Bizler o jurnalistlerden görüşmeye hakkımız yok idi. Hakkımız yok, çaremiz yok idi. Ama bunların Moskva içinde bu Yakir'den Krasin'in yürüyüşü ben belesem onlar dünyadan korkmagan, onlar ölümden korkmagan insanlar idi. Herhalde bizim meseleye ular kadar yardım etken ve bizim meseleyi midana dünya eşittirgen ağnatan bana bu pravozащитникler. Elbette meclisine birinci Krasin idi. Bugün ular bunda kelgeni pek yaxşı aytdı Gulnara Bekirova. Demek ya была в эйфории, eğer Simonenko olmagan olsa, demek bu bayağı bir vakti yetecek edi dep Gulnara hakikaten da öyle güçlü adamlar kelgeni o bizim halkın iktibarının bayağı dünya koterdi. Men hiç teşekkür diyeyim. Şunda onların avtoritetleri pek büyük dünyada. Yo, Pek lafsız. çok. Lafsız, Onların şeysiz. laflarını, aytkan sözlerine dikkat olur. Olarlar diyor. Yo, mutlak. Ular buna 18'ine kelgeni o gene de ma kalsam Mustafa'mızın iktibarı, Mustafa'mızın saygısı. Lakin uların kelgeni o bir daha bir nasıl diyeceğim sana bir ütemek bizim meseleyi tekrarında canlandırmaktır dep öyle sayam ben. Ve birinci kere onlar toplaştılar, öyle mi? Evet. Bunda Kırım Tatarların teklifi, Evet, öyle mi? evet. Buna SSR dağıldı gitti, bir yerde öyle toplaşıp geçmedi. Ben bilgenim kadar енді yılı bunlar gelecekler. Так, було прийнято рішення про те, що з цього року, щорічно, як було сказано в заяві, буде скликатися Кримський форум, на якому колишні радянські правозахисники, політв'язні будуть зустрічатися і вирішити чисельні проблеми не тільки кримських татар, а стосовно прав людини взагалі. Ну і в заяві, як було сказано в сюжеті, окремо говорилося про народи, які під час радянського режиму були вигнані з історичних своїх земель, і це якраз і про кримських татар також. Позвольте короткую реплику. Я хотел бы подчеркнуть, что не только для крымских татар, как я думаю, это знаковое событие, приезд такого большого числа
правозащитников, участников диссидентского движения, известных, очень известных в мире людей, но и для всего Крыма. Это знаковое событие. И думаю, что, конечно, это даст новый посыл в развитии гражданского общества в нашей стране, в нашем государстве, в Украине. И вместе с тем, смею надеяться, что огромный житейский, жизненный опыт этих людей, политический опыт не допустит, с одной стороны, усугубления взаимоотношений крымских татар с украинским сообществом, в том числе и с властью Украины, и в то же время будет еще одним действенным инструментом утверждения принципов равенства прав всех граждан Украины, утверждения принципов демократии и защиты прав всех граждан. Дякую, Ібрагім Бей. У нас є дзвінок в студію. Алло, добрий вечір. Так, не дочекалися, на жаль. У нас ще відбулася одна подія перед траурним мітингом. Це голосування в Верховній Раді щодо законопроекту про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Ібрагім Бей, я хотів би запитати вас, скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, наскільки влада, ну і взагалі партія регіонів, сьогодні готова все ж таки підтримати такий закон? Як би він не називався, і так далі. Тобто закон, який би відновлював права депортованих в Україні. Ну, вы знаете, мне приходится знакомиться с большим числом документов, и прежде всего я бы хотел сказать, что президент Украины одними из первых рассмотрел документы по ситуации в крымско-татарской среде и связанной с ситуацией с восстановлением прав депортированных и крымско-татарского народа. И еще в 2010 году, вы знаете, был издан указ президента Украины, и далее вышли поручения. Кстати, об этом говорил Мустафа Джемилев на митинге, об этом говорили и представители Крымско-татарского народного фронта на своем собрании, что все поручения, связанные с восстановлением прав депортированных, их реабилитацией, президентом Украины были даны. К сожалению, мы сегодня живем в таком обществе, в котором мы живем. И тот посыл, который сделал лидер коммунистов в стенах парламента, к сожалению, у меня лично ничего, кроме горечи и разочарования, не вызвал. Я думаю, так же, как и у всех крымских татар. Я считаю, что для нас... Дайте мне досказать, если уж я начал, пожалуйста. У нас є дзвінок в студію, нас чекають. Я хочу дати слово телеглядачу. Алло, добрий вечір. Алло. Алло, Да, ми вас чуємо, задавайте питання. Selam aleyküm. Алейкум селям. Men sualim var milli firqa azasına. Bu Simonenko'nun laflarına nasıl tedbirler alıp alınacak? Насчет его заявления. Угу. Çok sağ olun. Kopalar yakılacak mı Simonenko'nun kopaları? Çünkü bizler o zarara tartışamız. Milli tazalarına hakaretliyimiz. Ama Kırımlı başlığı bizi halkın hakkında o kadar hakaretli sözler etti, bir şey yapılmadı. Şimdi komünist bizi halkın o kadar şeyler etti. Bu milli firqa mesele nasıl yaparız? Tedbir alacak bu insanlar. Судка verecek mi? Дякуємо. Зрозуміло ваше питання. Дякуємо. Ну, я хочу перед тим сказати, що на травному мітингу була прийнята окрема резолюція щодо випадків, ну, стосовно Симоненко і не тільки, а щодо загроз, щодо поновлення сталінізму в Україні. Однак питання все ж таки до вас було, Решат Бей. Ваша політична організація щось буде діяти в цьому плані якимось чином? Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел немного рассказать о том, почему все же таки Народный фронт поднял этот вопрос на площади. То есть вопрос о реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Как вы знаете, 20 лет ничего мы сами не решали. Вот сейчас говорили о том, что диссиденты сюда приезжают, это большое будет иметь значение. Я согласен, когда диссиденты нам помогали, когда была информационная блокада была в советское время. Но сейчас, когда этой блокады нету, и диссиденты знают о нашей проблеме, и весь мир,
и Мустафа ездит по всем организациям международным. Почему там вопросы за 20 лет не ставятся? И даже мало того, что перед другими государствами не ставится, мы еще сами, как народ, здесь перед украинской властью не поставили этот вопрос жестко, как положено его ставить. Ришат Ну, Бей, нельзя пробачьте, же так а- огульно просто сейчас Подожди, говорить. подожди. Как Подожди, бы, я тебя не перебивал, пожалуйста, успокойся. Не, у нас Я длинная второй дискуссия. момент, мы второй можем- момент. я думаю, Вот что по нельзя поводу- просто вот говорить, это не ставилось, то не ставилось. Или человек просто не Ахтем Бей, следит до за речі, собой, скажіть, или ви- просто спорить. Ви член Или просто Меджлісу хочет сейчас вже высказать багато опять років. против Скажіть, будь Дело ласка, не в том, что... ко- 20 років Я- нічого не я робилося? не буду говорить за 20 роков в плане информационной работы. Вот только за прошлый год, вот я сам, как председатель регионального меджлиса, помогал организацию встреч послов 7 европейских государств, это только за короткий срок, которые приезжали на встречу с Милли Меджлисом, и они проходили в стенах Меджлиса, и каждая из этих встреч проходила в Бахчисарае. хочу перебить, Поэтому подождите. поэтому Дело если в том, человек что не идет занимается политической жизнью подмена понятий. активно в крымско-татарском народе, конечно, Ахтем, он будет не так надо меня считать. перебивать и Я не говорить перебиваю, о это том, дискуссия, что- нельзя говорить То, сейчас что я сидеть. не говорил. Я сказал, народ вместе с Меджлисом не ставил этот вопрос перед украинским государством. А то, что вы перед послами Я как раз ставили и только так что далее, хотел это- сказать, это как не раз, дока- Нариман Бей, Подожди. я хотел сейчас реплику сказать, когда Успокойся, выступал вопрос мне задали, я Ибраим отвечаю. Бей. Я, когда ты выступал, не перебивал тебя. Успокойся. То, что касается вопроса, который задали по Симоненко, естественно, мы подключили юристов. И юристы сейчас работают. Если они подготовят материалы, мы в обязательном порядке этот вопрос поднимем и подадим в суд. Ришат Бей, Потому что вы из жизни уже мы один раз видели, как мы подали в суд на Храму, который также почти один в один то, что Симоненко сказал, он высказывался здесь на митингах. И мы, благодаря нашей деятельности, благодаря нашему суда, как говорится, мы выиграли суд, можно сказать, и его выдворили из Ришат Бей, Крыма. дякую, у нас є дзвінок в студію. Алло, добрий вечір. Алло, Так, селям алейкум. алейкум селям. У меня один главный вопрос. Так, Вопрос всем. Работа руководства Меджлиса, я не имею в виду, Меджлис – это парламент. Он превращен для двоих-троих там в кормушку, и поэтому у нас разброс сил. Поэтому у нас разные оппозиции. Все люди должны собираться в парламенте, в Меджлисе, чтобы силы не были разбросаны. Нас разделяй и властвуют. дякуємо. Поняли мой вопрос? Дякуємо. Зрозуміла Я- позиція. Я сейчас вернусь к этому вопросу. Я бы хотел сказать как бы реплику после выступления Ибраимбея. Я думаю, что для нас важен результат. Знал президент, готовился президент, давал он поручение парламенту. Результата нет. Симоненко выступил. Я думаю, что кроме его голосов хватало, чтобы принять этот закон. Давались как бы некие обещания, что это будет вот рассмотрено на этой пленарной неделе. Мы ждем результата. И вот эти все встречи, и в том числе с послами, и поездки Мустафага по странам, по государствам мира с целью организации этого международного форума, это все должно привести к тому, что мы должны добиться от украинского государства принятия наших политических прав. Законы должны быть приняты. Что касается там, я не знаю, вот меня всегда поражает там кормушка и все такое, это ошеклер, да, мен даже білмеймін, айтмас Я деймін. думаю, такой- Ама парламент дегенде бізде оле парламент бар, құрылтай. Милли Меджлис у құрылтайын, қарарларын еріне кетірме органдар. Onun için bizde evet, biz özümüz bileyik. Çok işler yapılamadan yapma çok işler var. Ve oturup da yardımcı olmayıp ama her zaman bunu yapmadınız, onu yapmadınız, ben belesem öyle herkes laf etmeye çaresi var. Bu sualga men böyle aytırdım bu Simonenko'nun hakkında. Biz evet biz de Bахчисарайda da miting geçirdik. Anda da çok hattı keskin laflar aytıldı ona karşı. Ama bizde böyle fikir var. Bu Simonenko bizim vatanımıza kelip, böyle sözlerden son kelip, böyle rahat kelip kaytır mı yokum?
işte cemaat ve Зрозуміло. meclis у işlerge hareketleri bakar. Зрозуміло. Є дзвінок в студію. Алло, добрий вечір. Алло, салам алейкум. Алейкум сірам. Вот у меня вопрос, как... Режисери, можна как- звук додати в Алло. студію? Так. У меня вопрос как тему Чайгозу, как заместителю председателя Меджлиса. Я бы хотел знать, почему Мустафа Ага, слыша вот эту реплику Симоненко, не встал, не подошел и не плюнул ему в рожу. И мог бы даже заехать, если мог бы. Другой народ бы этого не допустил. Почему мы так всегда унижаемся? Я не понимаю этого. Дякуємо. Ваше питання зрозуміло. Ахтембей, я навіть не буду вам давати Yo, відповісти, men тому що bilesem, це men до aytdim Мустафи Yo, Джемілєва є. Lafında değil. Mustafa'ga o milletin lideri, meclisin reisi ve ebette men endi aytdim, galiba semeddeşimiz işitmedi. Biz o'zimiz uchun bir qaror aldik. Bu bizim milletin aşalamas degan inson rat kelib olurmi Qrimga birdan? İşte biz u hareketleri bakmaya borçluyuz. Зрозуміло. Ну, на це запитання може відповісти тільки Мустафа Джемілєв, і за нього ніхто відповісти, чого він зробив чи не зробив особисто, неможливо. Рішат Бей, скажіть, будь ласка, ви також... Я думаю, что у Мустафага хватает мужества, смелости, резкости, и он свое слово всегда и где и в любой момент говорит. Зрозуміло. Рішат Бей, скажіть, будь ласка, ваша політична сила також виступає за прийняття закону щодо відновлення прав кримських татар. Однак, як і в цьому випадку, влада не звернула уваги на ваші вимоги, і ви проводили це надзвичайне зібрання. Дело в том, что представители Народного фронта ездили в Киев, и там встречались в разных министерствах, и везде нашли понимание. И даже говорили о том, что они готовы вроде бы поддержать этот закон, но в Крыму говорят о том, что не надо это делать, потому что иначе будет там бунт, если с другими организациями работать. Вот Ахтем тут правильно сказал, что некоторые что-то делают, мешают, но дело в том, что и Чубаров тоже постоянно говорит о том, что если что-то кто-то хочет делать, пусть делают там. Вот мы попытались сделать, а на нас целую кучу грязи вылили. Мы что, мешаем им что-то делать? Мы же тоже требуем то же самое. Народный фронт единственным вопросом выступил. Это поддержать ветеранов национального движения в вопросе требования к властям Украины, чтобы приняли закон о реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. А там почему-то рассматривается вопрос о реабилитации депортированных лиц. Но мы-то не депортированные лица, мы репрессированный народ. И поэтому мы категорически против того закона, который там рассматривается. У нас є дзвінок в студії, після чого я дам слово. Алло, добрий вечір. Добрый. Да. Тут такой вопрос. Вот там сидит Чайгоз у вас. Вот он говорит, а он как председатель Меджлиса, он знает о том, что в Бахчисарайском районе по поддельным документам отбираются участки, и в угоду некоторым людям депортируются семьи крымских татар. Зрозуміло. Я питання. понял вопрос. Ну, це не по темі, Я в двух словах скажу. якщо Сегодня, ви к сожалению, буквально вот 2 часа назад мне дали информацию о том, что много лет назад, 8, по-моему, лет назад, семья по расписке выкупила недостроенный дом. И вот мына 2 saat evvel haberim oldu. Они суды проходили. Bir kere kelip meclisке да айтма, более проблемамыз бар. Yazık ki yok. Biz hareket yapma tırışamız. Ama keç kalgan son pek kıyın o işleri gözetmeye. Ama men bu sualga qaytma ister edim. Bu cemaat teşkilatlari, cemaat teşkilatlari ayrı o'zlarida ba'zi bir arizalar qabul etilar, yollaylar. Bizde böyle bir vahiyalar keçiler ve onun hakkında o'zi fikrini bildirilar. Ama bu Qrim Tatar fronti ular boshqa vazifada çalışırlar. Başqacha o'zini siyosatda ko'rsatmaydilar. Ular egarda
жемат тешкілаты оларақ Сен біз өзіні документтеріміздің сен бар яқшы мен де фікірім бар егер олар бұл 18 майысқа қошылып өзілер тешкілят оларақ анда çok тешкілатлар бар еді чешіт өзі фікірін айтсадылар о башқалап ама шын керек ме оле бір япма бір şey olmadı деген кебек бір yıldan берлі bu bizim milletin içinde bölge çıkarma bu Kırım Tatar frontu çalışa. Herkes bile onu. Ve 18. Mayısı o kesti, fiyat kesti. Fiyat kesti. Çok şey aytarım oğa. Yok, ben aytacağım fiyatı kesti. Lakin vaktini almayıp. Elbette. Aktem, dokumentlerin var mı? Boten aytmanya hakkı var senin. Ne sebepten? Mına biz karşı çalışamız. yaxşı Mına sual- bir tane dokumentin yaxşı al sual da verdi koster. bu hukukların Mına bu yapmasına. dokument halk için karşı çıka. Dep koster o dokumentin. Özün düşünmeysin. Mına Kiev'e Ben vardık, düşünemiyorum Kiev'e şey. vardık dedin. Ya, Kiev'te ya bardılar, bizim adamlar. siyasette bir meselege bu milletin saylanğan Neden ordunu var. bilemiz onu. Yaxşı sualı Endi bek yaxşı versin bilemiz. sualı cevap verin. Özünüzün Saylanğan saylaysiz, onu bek meclisi yaxşı var. bilemiz. Meclisi var. Meclis milletin adından bu sualleri koyay. Çıkay bir teşkilat ve o'zi ayrı inisiativasını korsete ve çeşit o'zi fikirlerini ayta. Düşünmeysin ya bu siyasetçiler Kiev'te de çok siyasetçiler has ki bizim aramızda oyunlar oynama hazırlar. O kadar bizde anlayıp bu şeylerin. Ama sizler meclis olarak 20 yıl içinde ay bir tane şeyin ne de mesele koydunuz da çözdünüz. Reşat Bey. Ya da her bir yılı kelesiz 18 Mayıs'ında da rezolüsiya kabul etesiz. Biz analitik grupamız analiz Bilirsin, yaptı. ben bu- 19 tane rezolüsiyadan bir tanesi de yerine barıp çıkmadı. Решат Бey, İkinciden, у нас есть Нариман Bey. звонок, вы Вот продолжите. Aytkan son on, Вы aytmak продолжите, gerek. вы продолжите. Subet olarak böyle bir... У нас есть звонок в студии, алло, добрый вечер. Добрый вечер. Салям алейкум. Алейкум салям. Эльвира, можно вопрос такой? Извините за прямоту. Вопрос представителям обоих организаций. Почему такая явная неприязнь друг к другу и не легче ли было бы объединиться в достижении общих для народа целей, чем давать повод для разговоров о Зрозуміло. Я конфликтах готов ответить на вопрос, если Прошу. нашего народа? Дякуємо. Решат Бey, Буквально прошу. за 2 месяца почти до начала 18 мая общественная организация «Намус», это старики, известные Відома старики, організація так. они вышли с инициативой объединить всех в одно единое, чтобы 18 мая мы вместе провели и вместе поставили перед Украиной один единственный вопрос – закон о реабилитации репрессированного крымтатарского народа. Они переговорили с Меджлисе, с Мустафой, Чубаром, со всем руководством Меджлиса. Они вроде дали добро. Пришли к нам, разговаривали с Народным фронтом, Милиферка, мы тоже дали добро. Но затянули настолько, что в конечном итоге потом, вы насколько помните, Мустафа сказал, вот мы собираем Меджлис и общественную организацию, пусть приходят сюда. Чому Но ви не прийшли? Таких переговоров не бывает, это называется игра в одни ворота. Если Намус выступил, как говорится, посредником, чтобы мы сели за один стол переговоров, и он должен был это дело завершить. А не так вот, вы приходите ко мне, потому что мы не можем туда прийти по одной простой причине. Во-первых, как он говорит, Меджлис, они присвоили представителя. Мы за представительный орган. Но дело в том, что этот орган должен выбираться прямым голосованием всего народа, а не так, как они делают в Алуште. Когда увидели, что их люди не прошли, ящик схватили и побежали. Так, давайте не будемо Ben вже bu про boş це. lafları, demagogiya, noşekleri internette Ya- sabah ya akşamları faktimi okuyayım. говорю, Ve faktimi. men de niprizin değil. Men bu если я говорю işleri не факты, ты можешь опровергнуть. şuna Алушты toktasa bir dakika. Reşat Bey, давайте Bizde цієї 40'da halık темою. bu perdaçımında Ay, sen de bu kemes laf desin, aytma. kapı Ben de açık. çok şey aytma Reşat Bey, hakkım var. kapım açık, gelin laf etek oturak. Mesele onda değil. Birinciden meclis azaları gizli domdoğru reynen saylana. O birinciden. İkinciden men bunda şimdi böyle bir tartışmaya gelmedim. Men elbette istemeyim bu o şek lafları oturup onun etrafında laf etmeyin. Ama договориться, переговоры провести. Мен Мустафаға pek o'zi aytajaq fikrini aytdi.
Kechken bazar kuni, xas kuni edi, shuni aqlima yo'q, mana bir hafta evvel. Bu 18 mayısdan evvel. Bu yanada ikinci sefer Kırım Tatar Tiyatrosu'nda büyük toplaşma oldu. 200'den ziyade teşkilatlar ve böyle aktif insanlar geldiler. Herkesge bu malumat verildi ve teklif edildi. Gelin de anda koyacak suallerinizin koya verin. Ama birinci sefer былтыр olganda Milli Firkan ve diğer koşulan teşkilatların insanlar geldi. Neçinde dışarı durdu. Men çıkıp ozum Milli Firkan adamlar bir daha açık. Azalar var edi. Men çıkıp teklif ettim dedim. Kırım zalga da Mustafa Rifat Çubarov, doktor Işat. Зрозуміло, Ахтем Бей. І Ama цього bu разу sefer de kemediler. Все, зрозуміло. Ama endi переговоры degende ne hakkında переговор etme? Bu mana saylanın meclis son milletin Doğru. adından tekliflerinizi Doğru. Şeytan, saylanız meclis. Saylanız. Bana 5 yıl evvelse Men bir meclis fikir- komissiya tuzdu. Saylav hakkında. Men Üç anda yıl. Milli Firka adından Üç kırdım yıl bu evvel. komissiya. Yok 5 yıl. Nasıl komissiya? 5. kurultayın saylaganda комиссия тузылды. Перед тем, как 5-й курултай избирать. Мы только создавали Милифирка, и мы со своим письменным предложением, при каких условиях мы можем участвовать в выборах на Курултай, дали предложение. 1,5 часа я им объяснял, как это будет. Yaxşı. Mustafa- Onu uzatmak Мустафа çok. пришел, Ришат. говорит, нет, будет так, как я сказал. Добре, Yok, у нас є дзвінок в студії. Şimdi Ахтем. birinciden saygı olsun Mustafa'ga dep laf et. Öyle olmaz. Mustafa. Ахтем Бей, у нас є дзвінок в студії. Алло, добрий вечір. Алло. Уже нет. Ні, Алло, є. салям алейкум. Алейкум салям. У меня вопрос Ришату Аблаеву. Да. Алейкум салям, я поздоровался. У меня Ришату Аблаеву вопрос такой. Вот смотрите, у нас раньше был НДКТ, который выступал против Меджлиса. Потом появился Милли Фирха, Народный фронт и другие общественные организации стали появляться. Ладно, вы говорите, Меджлис такой, Меджлис плохой. 18 мая после окончания митинга вы с трибуны, вы, Рустем Халилов, все хаяли Меджлис. Ну почему вы не соглашаетесь с решением Курултая? Почему вы идете против Курултая? Да, у вас с Меджлисом разногласия. Но почему у вас разногласия с Курултаем? Курултай – это наш народный парламент. И почему вы идете? А говорю почему. Потому что предыдущие выборы в местные советы показали ваше противоречие с Курултаем. Из-за вас мы потеряли сегодня мандаты в городских советах, в районных советах и в остальных. Ответьте мне, пожалуйста, когда вы прекратите идти против Курултая? Я Дякую. готов ответить. Тільки коротко. Ришат Бей. Коротко, естественно. Во-первых, мы не согласны с тем, Ришат что Бей. Меджлис, когда Ришат Бей. принимает какие-то резолюции, всегда эти резолюции не доходят до конца. Если вот Меджлис бы вот на этом 18 мая призвал бы весь народ остаться вот на этой площади с одним требованием к Украине, восстановить права крымских татар, то есть принять закон о реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, мы, как Народный фронт, первыми побежали бы и остались бы, если надо было, и голодовки бы держали. Зрозуміло. Ришат Сколько Бей. это необходимо? Ришат Бей, дякуємо. Ібрагім Бей, Я ви бы хотіли. хотел вот что сказать. Вы знаете, я внимательно слушал беседу, диалог, какие-то разногласия. Они понятны, они объективны. Но я бы хотел вот вернуть нас немножко в другое русло. Первое, для чего мы собрались? Наверное, мы собрались для того, чтобы сказать, да, прошел траурный митинг. Да, после этого состоялось собрание Крымско-Татарского народного фронта. Какие ощущения это у нас вызвало? Я был от начала и до конца. Скажу честно, у меня появился еще один рубец на сердце. Для себя я сделал правильный вывод. Я думаю, что и крымско-татарское общество, и присутствующие в студии все остальные люди, телезрители, которые нас сегодня смотрят, они поддержат меня. Вывод только один. 18 мая – это день памяти и скорби. И там не место ни для каких политических акций, политических собраний и прочего. Да, попробовали. Да, убедились, что у нас получилось. Ну, думаю, что не надо этого повторять. И не надо подавать нехороших примеров другим представителям других национальных групп и других членов нашего крымского сообщества. Не нужно это делать. Теперь второе по поводу закона.
Я бы хотел, чтобы мы внесли ясность. Есть несколько редакций законопроектов, которые предложены крымскими татарами, в том числе Крымско-татарского народного фронта. Да, на самом деле они вносили такие предложения и получили соответствующий ответ, в том числе от Комитета по делам национальностей, руководитель Зарубинский, вы знаете. Там четко и ясно сказано, что этот законопроект по тем нормативам, которые сегодня действуют в Украине, к сожалению, не может быть принят в Верховную Раду и рассмотрен. Поэтому на нашей последней встрече, которая происходила за 2 или за 3 дня до 18 мая, по-моему, 15 мая, да, с представителями Крымско-татарского народного фронта, было четко и ясно сказано, и это есть в рекомендациях. Пожалуйста, соберитесь, привлеките юристов, четко сформулируйте свои предложения. Мы поможем вам оформить эти предложения. Но эти предложения уже пойдут в зарегистрированный законопроект 5515. Имеется в виду редакция Мустафы Джемилева, который сегодня зарегистрирован и сегодня находится в стенах парламента. И принято решение о том, что Кабинет министров Украины должен снять все вопросы, в частности, экономического порядка. И повторно внести на рассмотрение. Мы надеемся, мы все надеемся, что на следующей неделе этот законопроект будет еще раз рассмотрен в Верховной Раде, и все-таки есть надежда на то, что депутаты проголосуют, несмотря на то, что в стенах украинского парламента сегодня, к сожалению, есть фракция, которая представляет довольно, наверное, большую группу избирателей, группу граждан Украины, которые еще до сих пор живут старыми стереотипами тоталитарного режима, когда все поголовно крымские татары и другие народы просто огульно обвинялись в измене, предательстве и прочих грехах. И теперь последнее. Давайте просто задумаемся, какой мы посыл, какие сигналы мы подаем вот во внешнюю среду. Мы говорим, депутаты, примите закон о реабилитации крымских татар. Но мы же должны... О статусе депортирования. Мы должны, прежде всего, как я понимаю, мы приехали сюда не бороться. Мы приехали сюда жить и созидать. Мы приехали благоустраивать наш Крым, нашу родину. Да, есть вынужденная мера, мера борьбы. Но это инструмент для достижения какого-то хорошего результата. Самое последнее. Если мы не научимся подавать позитивные сигналы обществу, если мы не научимся решать наши частные вопросы в крымско-татарской среде, в крымско-татарском сообществе, и если внешнее наше окружение будет видеть только скандалы и свары, я думаю, мы далеко не продвинемся еще 10, еще может быть 15. Я обращаюсь ко всем. Я не обращаюсь к Ришату Аблаеву, я обращаюсь ко всем. Прежде всего, те вопросы, которые снимаются внутри крымско-татарского сообщества, должны быть сняты путем расширенного диалога и консенсуса. Единственное, я хотел бы добавить тому, что ты сказал, Ибраим Бей. Если мы, как Мелиферка, какие-то вопросы перед собой ставим, мы его решаем. Пусть маленькие будут сегодня задачи, мы его решаем. Еще не было такого случая, мы поставили перед собой задачу и не решили. Я уверен, мы этот закон тоже поставили перед собой решать его, и ми доведемо це до кінця. Я вам желаю успіху. І в Смітице... Не зовсім вас почули, Ібраїм Бей, ну добре. Я тоже это хотел сказать. Насколько мне известно, по закону, который представлен Мустафа Ибраим Бей, есть заключение Европейской комиссии. И этот закон уже не первый год. И то, что законопроект в Верховной Раде находится. И сидеть, просто говорить о том, что там большая часть на прошлых выборах коммунисты набрали чуть больше 6%. Мы не будем про коммунистов. Поэтому одну секундочку. Большинство в парламенте Украины без коммунистов свободно и достаточно можуть спокійно проголосувати. Ми маємо надію, що все ж таки наступного тижня це відбудеться. У нас залишилось дуже мало часу. Я хотів би запитати нашого ветерана національного руху. Айдарбей, скажіть, будь ласка, все ж таки, як сьогодні кримським татарам сприймати, как вот воспринимать эту ситуацию, когда у нас в сообществе все-таки не совсем есть согласие?
Что, как нам с этим? Оши айтacak edim. Bu günleri rahmetli Hamza Ağa'nın юбилейін merasımını geçirilir. Cübber Ağa töşek hastası olganda Hamzaga vara ona hatır sorama da Cübber Ağa diye yalvaram. Bu meseleyi bırakma. Bırakma. Bunu al varacak soğunaca sensin. Men diyeceğim buna ağaları evet Ahtem az biledir. İbrahim de Norişat bayağı bile o adamları. Men diyeceğim buna o zamanlar kozoguna kelgende o ağalar kozoguna kelgende şimdi bugünkü alın emetkende incinip yürek çıdap olamay vallahi. O kadar incinasın. Endi bilmeyeyim ben kaç yıl daha gerek ne vakit bizler öz aramız ula bir mesele. Öz aramız abla oturup laf etmeye bugün ayıp buna oturamız da bizi Sağ olun cemaat abi. baka. Sağ olun. Biz birbirimizden davalaşkan gibi laf etemiz. Öyle şey olmamalı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ma yarım sekund. Айдар аға, мен білесіз айтмаға мәжбүрім. Meclis, құрылтай, делегатлары, азалары топlaşıp, fikirleşip, bir fikirge kelirler, son müracaat etiler cemaatga. Cemaat büyük çoğluğu o kararlarga, o müracaatlarga kol tutar. Ama biz saylavlarda çeşit teşkilatlarga satılıp milleti bölmeye hareket yapmayın. Bey, Bir ne daha diyorum? açık. Biz hohlalar birini de hohlasın çıkarıp bütün dünya maskara olmak için yakmayıq. Biz er Allah'ın günü tırışamız bir şeyler yapmaya. Evet yapılmanı işte çok. Ama kavgalar olganda, azizler olayım, tarihi yerler olayım ya da siyaset meseleler çıkayım. Biz de isteyik. Ahtem Bey. Biz davaşa olabiliriz ama herkes hoşolsun da bu meselenin çözektir. Сагон, шановні глядачі, на жаль, час нашої програми дійшов кінця. Мені дуже сподобалась остання думка нашого ветерану про те, що все ж таки нам потрібно дійти згоди між собою, тому що інакше вирішити кримсько-татарське питання буде неможливо, тому що всі в студії були згодні, вирішувати прийдеться нам самим. І якщо ми не об'єднаємося, то результату не буде. З вами був Наріман Джелял. До зустрічі на новому перехресті.